Я вот думаю, что вот, ты сколько, а он где возле пару, За полгода из-за отсутствия электричества в дома для детей-сирот никто не заселился. Объясняется это тем, что комплексная застройка из 44 жилых помещений, которые ведут разные подрядчики, находится достаточно далеко от основных линий электропередачи. К сожалению, за это время дома начали обворовывать, а кое-где появилась плесень, которую будут убирать те же подрядчики. По словам строителей, свою часть работы они выполнили и передали дома уже в декабре 2020 года. Средства, рассчитанные изначально в проектно-сметной документации, не покрывают полностью расходы на установку новых столбов к домам. По условиям контракта на подведение электричества к одному дому предусмотрено 54 тысячи рублей. Всего же на все дома потребуется 5 миллионов, из которых 2 миллиона оплатят подрядчики, 3 миллиона будут изыскиваться из республиканского бюджета. Линии электропередач не введены, так как мы уже оплатили свою часть, которую оплатили за то, что подключили, и со стороны ТВ-Энерго какие-то сложности, наверное, возникли, и поэтому до сегодняшнего дня не ввели. Почему плесень тут образовалась? Потому что дома строились в холодное время, а мы начали здесь строительство 20 октября, как точно помню, и получается, смотрите, до декабря. В это время же у нас какие морозы. Это из-за того, что не проветривают, люди не живут. Со стороны сетевой организации ожидается, то есть ТВ-Энерго ожидают заявку на техприсоединение, да, то есть заявку подают Госстройзаказ и подрядчики. Предварительные же расчеты проведены для электрификации данных объектов. Всего 44, потребуется 5 миллионов рублей. Это плата за техприсоединение. По данным Минстроя, буквально сегодня-завтра должны подать заявку. Соответственно, заключается договор техприсоединения и начинается выполнение мероприятий по подведению линии электропередач данным объектам. Без электричества около 10 лет живут люди в местечке Кирсарай, которое входит в состав городского поселения Чадана. Кирсарай находится в 14 километрах от города, а ближайшая линия электропередач в 6 километрах. Здесь когда-то был кирпичный завод, который обеспечивал стройматериалом всю республику. После закрытия предприятия электричество отключили за неуплату. По данным текущего года в Кирсарае проживает 130 человек. Социальных объектов, школы, садиков, АПА нет. Я 21 год живу в местечке Кирсарай. Раньше было электричество, сейчас уже несколько лет как нет. Жители с детьми школьного возраста все переезжают в Чадану, оставляют дома пустующими. Они арендуют жилье, и сложности возникают с пропиской. Зимой особенно сложно, топить дома некому. Остаются в основном только скотоводы. Сотовой связи и интернета тоже нет. Дети во время пандемии учились онлайн. Поднимались в гору и прямо на горе, где есть интернет, слушали занятия. В Кирсарае проживают мои родители, а в основном там живут люди, занимающиеся скотоводством. Семьям с детьми сложно, потому что нет ни школ, ни садика. Все переезжают в Чадану. Электричества нет с 2009 года. Также жители Чаданы просят о предоставлении возможности заключать договоры на подключение электроэнергии не в Кызыле, а тут же в родном Чадане. Простому народу приходится ездить в Кызыл, чтобы заключить договор о подключении к электроэнергии. Для нас это затратно, потому что не всегда в один день все получается. Иногда по 2, по 3 раза ездить приходится. Просим сделать в МФЦ такую услугу, чтобы здесь могли заключать договоры. На окраине Чаданы по улице Советская, по словам горожан, электрические столбы сгнили, но их не меняют, ссылаясь на то, что столбы находятся внутри дворовых территорий частных домов. Я проживаю по улице Советская, дом 1. Там есть 3 дома – А, В и Д. Наши линии электропередач идут с улицы Чурмет-Дажи. Напряжение здесь очень слабое. Сгнившие столбы не хотят менять, ссылаясь на то, что они внутри моего двора. Но они уже были внутри двора, когда я купила дом. Подключить электричество к домам для детей-сирот обещают к августу. Электричество к Карбану Кирсарай планирует подвести с Чаданского угольного разреза. На эти работы потребуется
требуется 5-6 миллионов рублей. Профильным ведомством при главы Тувы поручил изыскать средства на проведение этих работ. Айдана Холых, Владимир Суртук, Ангер Оржак, Тува 24.